Сливается песня, ребята отводят взгляды, и шепчет во сне бродяга: кому-то не позабудь. Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды, и шепчет во сне бродяга: кому-то не позабудь. Вот так ловко, видавшим виды походным ножом, Юрий Михайлович открывает свою 5000-ную банку тушенки. Пахнет, как в советское время. Мы обычно в походы брали другие банки, вот такие вот маленькие, они алюминиевые. И вот их открываешь, ну, мало того, что качество хорошее было, эти банки можно было сжечь в костре, они просто растворялись. А еще в горы берут сало, крупы, сухари, лимон или карамель, чтобы не было горной болезни, рассказывает турист с 40-летним стажем. У нас еда очень своеобразная, сублимированные продукты. Ну, в общем, все для облегчения веса, чтобы на себе поменьше тащить. Вот это для мужчин рюкзак или дорог, и нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон — движение вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Также на вершине обязательно нужно съесть плитку шоколада, как поощрение за смелость и выносливость. Шоколад на перевале – это традиция. Просто как перекреститься перед входом в церковь. Все началось в далекие 70-е, когда, вернувшись из армии и устроившись на завод, Юрий Михайлович записался в туристический клуб имени Николая Гастелло. Красивый, молодой, спортивного телосложения юноша мечтал о синих вершинах, заснеженных перевалах и романтике гор. Природа всегда людей к себе тянет. И как-то на природе люди чище становятся, что ли. Начал работать на машине шофером, в межгород ездил. Но это не то. Приехал, погрузился, уехал. Как-то одна дорога только. Вот пришел в клуб. Влюбился в горы после первого восхождения. Не представляю без них своей жизни, говорит Юрий Михайлович. А еще люблю их за то, что они подарили мне мою Нелли. Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю о синих вершинах. Я росла в Узбекистане, в Бухарской области, и синие горы всегда маячили на горизонте. Бухарская область – это Ферганская долина, и как раз, да, на горизонте горы. Туристская альпинистская судьба связала горячие сердца, когда молодые люди покоряли Кавказ. И вот, значит, вечером встаем, палатки поставили, к Неллиной палатке очередь выстраивается. У кого мозоль, у кого там что. Да, и вот. А у вас сердце. Каждый вечер. А я рядышком лежал, кстати. Я и не думала даже. Хихи, ха-ха, и как обычно все девчонки. Отношения проверяли годами и горами. Вместе ходили на маршруты, вместе покоряли недосягаемые вершины, страховали друг друга на сложных перевалах, протягивая руку помощи и не давая сорваться в пропасть. Давай-ка вот так вот, чтобы не жарко было. Давай. Юрий Михайлович главный в походе, но Илья Гавазовна командует дома. Пусть руководит.
Нет, когда он руководит, он в горах, я его слушаюсь. Правда, иногда, когда он начинает что-нибудь передать или что-то, я ему говорю, ко мне потом не подходи. Это Таганай, лыжный поход у нас был. Это вот соревнования на Аире у нас проходили. На Соленом мы один раз Новый год встречали, маскарад делали. Вот, видишь? На соленом? Да. Это вот тоже там же охотника мы встретили. Неля стреляла из ружья по мишени. Есть такой вот поход, который вот, запомнился вам на всю жизнь? Это на Алтае было. У нас тоже пятерочка была. И вот идем на ледники Минсу. Пологовую часть мы прошли, перед нами ледопад, а с этой стороны скальная стенка. И подошли под ледопад, одеваем снаряжение. И Роза Циль смотрит на эту скальную стенку, такой там снежничек. И она говорит, слушайте, а там что это такое? На снежнике темнеет. Я посмотрел так, камень, как обычно. И опять одеваемся. Она опять, одевается тоже и говорит, а что, камни шевелятся у нас, что ли? Ледники, они вот не просто так текут, снег падает, и потом он набирается в массу определенную и сползает. Есть линия отрыва, называется Бергшунд, перед каждым ледником. Подходим, там на самом деле ребята. Старшему 14 было, младшему 12 лет. Они там на скалах. Мы их всех спустили. Потом они рассказывают. 2 у них инструктора было. Заблудились, вышли на эту стену и стали спускаться. И первая связка сорвалась на этой веревке. Они с веревкой вниз улетели. Эти остались без веревок, без ничего. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 10-й доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 10-й доли таких красот и чудес. Трескались камни, сходили лавины, а хорошо известные маршруты увозили в никуда. Человеческие жизни, говорит Наилья Гавазовна, там на вершинах приходилось спасать много раз. Короче, была стена, Быстро. часть людей спустилась уже, остались я, Неля, вот Мишка. Вот этот. И, значит, я оборачиваюсь к нему, он белый-белый стал, и так заваливается, бах ему. Он вроде маленько головой замотал, но сам ноль. И уже внизу он отошел. Чем ниже, чем лучше. Да, воздуха, видимо, еще. За всю совместную жизнь они прошли тысячи километров горных троп, покорили Памир, Тянь-Шань, Алтай и Кавказ, вырастили 2 дочерей и сына, помогают растить и воспитывать внуков. Всякое бывало, и ругались, и, как говорится, и все. Все как у всех. Как у всех. Но было очень трудно, когда мы в деревню переехали. Было очень трудно. Эти маленькие были. Надо было дом привести в порядок, сделать окна, полы, отопление, чтобы к зиме уже зайти, чтобы было нормально. Как раз друзья помогли хорошо очень. И вот это все сделали, Юра в больницу загремел. Но ничего, справились. Они у нас молодцы. Гордые, несломаемые, упрямые, но тем не менее молодцы. Не догонишь. Не успеваем за ними. Сколько бы лет не было нам, мы продолжаем все-таки учиться от своих родителей. Всем бы таких родителей. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Вязать 8, булень, стремя, делать шаг в бездну и доверять тому, кто держит трос. Умения и знания супруги Борисова передают подрастающему поколению. А еще учат своих детей и внуков не брать чужого ни на земле, ни высоко в горах. В походе идем, ничего подбирать нельзя. Оставляют много всякого разного.
котелки оставляют, там снаряжение бывает. Мы ничего не подбираем. Подобрал, поход не получится. Проверил один раз на себе, все сходится один в один. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежно ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Чувство восторга обуревает, когда идешь в горы. Даже не знаю, приподнятость такая, прекрасное настроение. Впереди весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Они идут по жизни с высоко поднятой головой, сообща преодолевают трудности, держась друг за друга, за своих детей и внуков, ведь когда семья вместе, то и горы становятся по плечо. Я очень рада, что у нас с Юриком получилась семья. Все равно дети выросли, я думаю, и внуки будут тоже достойными. Спасибо огромное родителям за то, что научили нас любить жизнь и друг друга. Быть друг за друга горой, помогать во всем. И тогда все сложится, все получится. Хочу сказать спасибо, что приняли, подарили еще одну семью. Любить семью, уважать, иногда переступать через свое «я» и все-таки идти на компромисс. Один в поле не воин, вместе мы сила. Пока мы едины, мы непобедимы. Я люблю свою семью. Я рад, что в нашей стране до сих пор чтутся семейные ценности. Я за семью. Один за всех и все за одного.